Я приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 26 января, на пятницу. Смотрим мы с вами все знаки зодиака по очереди, от овнов до рыбок, но смотрю я в двух частях, по 6 знаков в двух видео. Смотрим первых овнов. 26 января. Пятница, овны, события дня. Застолье показывает у вас, может быть, в пятницу. Не забывайте проверять прогноз по асценденту. По асценденту бывает больше проигрывается даже, чем по солнцу. Конфликт и успех. Может быть успех в каком-то конфликте. Победа. Венок еще победу иногда показывает. Казенный дом – это госучреждение. Победа, успех в госучреждении. Может быть, это суд, да, то есть ваша победа в споре. Домик. Домик – это событие в семье, в родне. Свиток уже нельзя соединить. Неприятность. Ну, в принципе, да, то есть это может быть конфликт. Неприятность. Ключик. Все в ваших руках. В этот день все будет зависеть от вас. Так, и проверяем, что у нас еще по горизонтали, вертикали. Сердце нельзя. Я не вижу совпадений. Получается, в этот день будет событие застолье. Ключ, да, то есть все в ваших руках. Перед вами открываются двери, да, то есть появляются какие-то возможности. Дальше может быть неприятность, конфликт, и также еще будет какой-то контакт с госучреждением и успехи там. Ну, в принципе, день неплохой, да, то есть в целом. Если избежать конфликта, то все должно быть хорошо. Благодарю за внимание, овны. Я перехожу дальше к тельцам. Смотрим тельцы. Двадцать 26 января. Тельцы. Ключ. Первое событие. Все в ваших руках. Может быть, еще ключ иногда показывает какой-то важный день, ключевой. Корабль ожидания. И будильник. Видите, какая-то проблема со временем. Но обычно будильник показывает нашу спешку, да, то есть когда мы спешим. Но в вашем случае как раз наоборот, скорее всего, это будет ожидание какое-то долгое, нудное. Победа. Вот еще. Ожидание победы. Обман. Маска. Еще и рыба выпала. Скользкое дело. Вы будете у кого-то на крючке. Цыпленок – это общение с семьей, с детьми. Успех нельзя.
ссора. По вертикали есть метла. И есть еще весы, колебания, сомнения. Так, значит, смотрите, у вас получается в этот день ключ может показывать, ну, когда первым событием выпадает какой-то важный день, ключевой. Дальше точно будет ожидание, будет какая-то проблема со временем, да, то есть время будет сдвигаться, будете или ждать, или спешить. Может быть победа, общение с семьей, с детьми, то есть какое-то событие, взаимодействие, ссора, сложный выбор, обман. Смотрите, выпала и маска, и рыба, да, то есть обман и рыба — это через какие-то хитрости, манипуляции, да, то есть когда для вас расставят какие-то ловушки, да, то есть вас как бы поймают в свои сети, поэтому будьте осторожны. Но также есть и победа. Так что у вас день такой двоякий. С одной стороны есть победы, да, то есть и ключ, а с другой стороны есть вот эти скользкие делишки. Ну, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу к близнецам. Близнецы. 26 января. События дня для близнецов. Любовь, первое событие, сердце. Бабочка, деловой разговор, деловое общение. Верность, лебедь. Месяц нельзя. Ножницы нельзя. Яблоко нельзя. Значит, у вас 3 события. Первое событие в пятницу — это любовь. Второе событие — это верность. То есть у вас точно все хорошо будет в личной жизни в этот день. Иногда показывают какие-то события, допустим, там годовщина свадьбы, знакомства и так далее. Может быть, свидание. И также у вас в этот день будет еще деловой разговор. Деловое общение, бабочка. Вот такие события для вас. То есть ничего плохого. Благодарю за внимание, близнецы. Я перехожу к ракам. Смотрим, раки. 26 января. События дня. Домик сразу же выпадает первым событием. Это какой-то, может быть, праздник. Ну, не обязательно праздник, то есть какое-то мероприятие, событие в доме, в семье.
Ожидание. Корабль. Новость. Ожидание новости, информации. Рыбу нельзя. Надежда. Ждете и надеетесь на что-то в пятницу. Прибыль, финансовые поступления. Гости. И свидание. Ну, тут может быть роза, это может быть приятная встреча. Так, значит, смотрим, что у нас здесь. Будильник нельзя. Верность можно. Может быть, какое-то событие, связанное с парой. Весы нельзя, солнышко можно, радость. Радость от приятной встречи, от свидания. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, в этот день у вас выпадает какое-то событие, мероприятие. Возможно, вы пойдете парой на это событие. Или, допустим, у вас будет это событие, вы будете там парой встречать гостей. Может быть так. Ожидания, надежды, финансовые поступления, гости, хорошее настроение, приятная встреча и получение новостей. То есть прекрасный день. Ну, за исключением только, конечно, ожидания. Ожидание такое не самое приятное событие, но, возможно, вы ждете, да, то есть вот этого мероприятия. Так. Благодарю за внимание, раки. Дальше перехожу к львушкам. Львы. 26 января. Двадцать 26 января, львы. Весы – это колебания, сомнения. Ссора, метла. Тайная встреча. Может быть, у вас сомнения, идти, не идти на какую-то тайную встречу. Месяц показывает событие, которое повторяется каждый месяц с вами, может быть, имеет какую-то цикличность. Допустим, там раз в 3 месяца, раз в полгода. Шарики нельзя. Конфликт. Ссора, которая перерастет в скандал. Корону нельзя. По горизонтали слезы. По вертикали не нашла ничего. Так, значит, смотрим. У вас, получается, в этот день будет ссора, возможно, которая перерастет в скандал со слезами. Слезы еще выпали. Дальше может быть сложный выбор, тайная встреча и событие, которое повторяется каждый месяц, ну или через какое-то определенное количество времени. Такая информация для вас, львушки.
Ваша задача ни с кем не поругаться в пятницу. Переходим дальше к девам. Девы. 26 января. События для дев. Слезы. Первое событие в пятницу. Но опять же, сразу не расстраивайтесь. Может быть, это будут слезы радости. Сейчас посмотрим по другим событиям. Любовь нельзя. Ссора. Ну, вряд ли. Ссора. Успех. Пустые разговоры. Дерево нельзя. Деловая встреча. Смотрите, деловая встреча, которая может стать успешной. Прибыль. Да, то есть и принести прибыль. Бабочку нельзя. Новости. Новости, сообщения. Важная информация. И общение с каким-то влиятельным человеком. Корона. То есть вот встреча с влиятельным человеком. Так, лебедя нельзя. Змея еще есть по горизонтали. Злой язык, да, то есть ссора. Ну, скорее всего, поругайтесь с какой-то змеей. Кто-то нашипит на вас, а вы, наверное, ответите. Замок нельзя, и здесь нет карты. Что проверить? Значит, девы, смотрите, событий очень много в пятницу. Показывает, что точно у вас будет общение с какой-то змеей, которая будет на вас нападать. Да, то есть, возможно, с ней будет ссора и слезы. Может до слез вас довести. Дальше также у вас будет в этот день деловая встреча. Может быть, с влиятельным человеком, которая пройдет очень успешно. Также у вас будут пустые разговоры, болтовня с кем-то, финансовые поступления. Может быть, разговоры о деньгах. Можно так прочитать. И хорошие, ну, вернее, нет, не хорошие. Просто новости какие-нибудь, я не могу сказать. Да, вот шарики это хорошие. А молния просто показывает, что приходит информация, но какая она, тут уже по-разному бывает. Ну, будем надеяться, что хорошая. Раз я сказала хорошая, раз вырвалась, да, то есть, значит, наверное, хорошая. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут уже во второй части. Ссылочку на вторую часть я оставила внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами там увидимся.